Ход на Лене уже на границе с Якутией, а в районах республики зафиксировано поднятие воды. Алдан подтапливают талые воды. Майское потепление привело к интенсивному таянию снега. Оказались ли алданцы готовыми к сюрпризам погоды? Более 40 лет в искусстве и преподавании. Якутский искусствовед Георгий Родионов удостоен звания «Народный художник Якутии». В эфире новости на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. Мы расскажем вам о главных событиях к этому часу. Нижняя кромка ледохода на реке Лене наблюдается в районе гидропоста Крестовский Ленского района. Она дошла до границы Иркутской области с республикой. Протяженность ледохода 58 километров. За сутки он продвинулся на 149. Об этом передает пресс-служба МЧС. Уровень воды в районе гидропоста Крестовский сейчас чуть более 6 метров при критических 13. На других реках Якутии зафиксированы незначительные подъемы уровня воды. Транспортники Ленска готовятся спасти от паводка 353 автомобиля и почти 400 прицепов. Именно столько единиц техники на балансе 2 автобаз. Пошагово знать алгоритм действий при чрезвычайной ситуации на производстве обязан каждый сотрудник. Тему продолжит Олеся Васева. Вот у нас на случай паводка сирена. Вот видите сирену? Включаем. Тревожный сигнал слышно почти на весь город. Среди подразделений Алмаздуртранса похвастаться такой сиреной может только первая автобаза. Здесь каждую весну готовятся к паводку, не веря спокойствию реки и гидрозащитному сооружению. Алгоритм действий при ЧС выучили наизусть. Приходит сообщение ЧС о поднятии воды выше 14 метров. Поступает сигнал на диспетчерскую службу. Диспетчер обзванивает руководителей комиссии. Комиссия собирается у начальника автобазы, штаб, и начинаются действия, которые согласно плану идут. Потому что река непредсказуемая, и надо быть всегда руку держать на пульсе готовности. Первыми реагируют на сообщения о начале эвакуации нештатные аварийные бригады. Во второй автобазе их 3, всего 20 человек. В первой базе больше. 30 человек для оперативности на разные объекты, плюс 3 бригады стропольщиков. Они при эвакуации грузят оборудование. Его вместе с неисправными автомобилями вывозят в первую очередь. При угрозе затопления бригады сформированные, они демонтируют наиболее ценные материалы, которые нельзя будет потом восстановить. Ну, если по энергетике брать, то, во-первых, самые нужные – это электростанции подвижные, потом трансформаторы, двигателя те же самые. Для эвакуации транспорта нужна другая команда. Своим ходом его выводит в неподтопляемую зону, когда на реке держится затор и близкий к критическому уровень воды. В Ленске это 17 метров. Все действия в случае ЧС коллективы Алмаздуртранса отрабатывают в ходе собственных учений. Каждый закреплен за своим участком. Каждый знает, что ему делать, какие материальные ценности эвакуировать и куда. Как бы утверждается место размещения незатопляемое материальных ценностей, механизмов автотранспорта ПО «Алмаздуртранс». В Ленске к паводку готовятся все подразделения акционерной компании «Алроса». Если паводок пойдет по экстремальному сценарию, это поможет избежать больших потерь. Олеся Васева, Сергей Частный, телеканал «Алмазный край». И к другим темам. Егор Борисов примет участие в церемонии инаугурации Владимира Путина 7 мая. Об этом руководитель региона сообщил в ходе расширенного пленарного совещания с членами правительства Якутии. На президентских выборах, которые прошли 18 марта, Владимир Путин одержал победу, набрав более 76% голосов избирателей. Но его срок на этом посту будет для него 4-м по счету. Напомним, инаугурация в России с 2000 года проходит именно 7 мая. По закону президент вступает в свои полномочия в день, когда заканчиваются полномочия предыдущего.
Россия к чемпионату мира по футболу готова. Об этом накануне заявил Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета в Сочи. Цитата: «Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», сказал президент. Также он отметил, что успешное проведение мероприятия такого уровня всегда вызывает у людей желание заняться спортом, а особое внимание потребуется уделить вопросам безопасности. Мы всегда рады нашим гостям и открыты для общения. И знаем, что объединяющая людей атмосфера турнира, позитивный настрой зрителей и участников, образ России как гостеприимной страны – это тоже значительная часть наследия чемпионата мира по футболу. Конец цитаты. Галина Данчикова посетила Хангаласский район. Депутат Государственной Думы приняла участие в выездном совещании. Обсудили тему содействия занятости населения. В частности, озвучили предложения по изменению правового статуса граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Подробности у Виолетты Засимовой. На выездном совещании также присутствовали представители профильных министерств. Первым выступил председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин с предложением признать часть граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, самозанятыми гражданами и отнести их налогоплательщикам на патентной системе налогообложения. Сейчас этот вопрос достаточно сырой. Так, Галина Иннокентьевна порекомендовала, значит, собрать экспертное сообщество. Это, конечно, будет и Министерство сельского хозяйства, это, конечно, и налоговые органы, пенсионные органы и так далее, и юристы, правовики, чтобы этот вопрос мы еще более глубоко рассмотрели и проработали с точки зрения, как говорится, чтобы не навредить, а чтобы у людей, занимающихся личным подсобным хозяйством, была альтернатива для легализации. Сегодня действительно это очень большая проблема. Далее была озвучена проблема безработных граждан из отдаленных населенных пунктов, которым затруднительно дважды в месяц выезжать в районные центры занятости населения для прохождения процедуры перерегистрации, чтобы получать пособие по безработице. Согласно федеральному госстандарту, пособие предоставляется только при личном обращении граждан. В связи с этим было выдвинуто предложение предоставить региональным властям право самостоятельно определять государственные услуги в области содействия занятости населения, что позволило бы решить данную проблему. Таких удаленных населенных пунктов в целом по республике 211 населенных пунктов. Так, и, конечно, это требует корректировки федерального законодательства. Так. Следующей темой совещания стал доклад заместителя председателя Госкомитета по занятости населения Гаврила Харлампиева о мерах содействия занятости инвалидов Республики Саха-Якутия. В ходе его обсуждения всплыл ряд проблем, связанных с учебно-производственным комплексом трудовой реабилитации в Якутске. Этот комплекс вот уже более 20 лет не только производит местную продукцию, но и единственный по республике обеспечивает работой людей с ограниченными возможностями здоровья. Галина Данчикова настоятельно рекомендовала обратить внимание профильных министерств на материально-техническую базу и систему охраны труда учреждения. Там сегодня работают люди с инвалидностью. Там сегодня вы должны разобраться, что куда там сдается, и то, что вы говорите там частное, да, они разделились на какие-то ООшки. Но имущество, которое есть, огромное имущество, там много помещений, да, они находятся в госсобственности. И вот этот вопрос, он, собственно говоря, я еще пока не затрагиваю тему вообще безопасности работ в этих помещениях, коллеги. Вот, честное слово, это будет потом ваша чья-то ответственность. Вот вы все пытаетесь как бы от него абстрагироваться, от этого учреждения. Это неправильно. Подведя итоги совещания, Галина Данчикова вместе с главой Хангаласского улуса Гаврилом Алексеевым отправилась на осмотр объектов в городе Покровске, а позже провела прием граждан. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Тем временем Алдан подтапливают талые воды. Майское потепление повлекло интенсивное таяние снега. Половодье было прогнозируемым. Минувшая зима выдалась снежной. Оказались ли алданцы готовыми к сюрпризам погоды, узнавала Татьяна Вахнина.
Под звон капели весело бегут ручьи, местами образуя глубоководные реки и непроходимые пруды. Минувшая зима выдалась богатой на снегопады. Количество осадков превысило среднюю норму почти вдвое. И таяние принесло вполне прогнозируемое половодье. Порой добираться к собственному подъезду, либо на противоположную сторону улицы, приходится едва ли не вплавь. У нас на Солнечном вообще не пройти, еще по проулкам. Как справляетесь с проблемой? А что, 3 раза трактор приезжал, чистил, а там за всю зиму ни разу не чистилось, оно было. Так что вот так ходим. Вот такая картина наблюдается в складском помещении одной из торговых баз, находящейся вблизи ручья Незаметного. Чтобы добраться к инвентарю, работникам пришлось достать болотные сапоги. Серьезных убытков предприятие не понесло, поскольку весеннее снеготаяние не явилось неожиданным. Воды подтапливают склад ежегодно. Правда, обычно их количество все-таки меньше. Проблема таяния снегов. Это ежегодно у нас. Ручей незаметно разливается. Он летом обычно высыхает полностью, пересыхает. А вот в весенний период происходит такая ситуация. В этом году просто достаточно большое количество снега. Из-за этого такой сильный паводок. Местность Алдана гористая, и от половодья в основном страдают улицы и здания, располагающиеся в низинах. Ситуация осложняется тем, что не всюду есть сточные канавы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Якутский искусствовед получил свою очередную государственную награду «Народный художник Якутии». Георгий Родионов – заслуженный художник России, доцент инженерно-технического института СФУ имени Амосова. В сфере искусства он трудится уже более 40 лет. У мастера на счету порядка 1500 изделий, большая часть работы из мамонтовой кости. В коллекции также есть и изделия из серебра и золота, работает и с металлом, деревом, органическими материалами. Свою мастерскую совмещает с преподаванием в университете. Обучает студентов архитектуре и проектированию. Сейчас Георгий Николаевич готовится к выставке художников Дальнего Востока, которая пройдет этой осенью. Материал надо сушить, сразу не делается по-сырому, потому что этот материал на земле лежал примерно 10 тысяч лет. Я только делаю творческие работы и оставляю пока себе. Через 10 лет, через 15, через 20 лет у нас будет музей Олонко. Вот там будут все, допустим, виды, особенно народные виды, да, национальные виды, это творчество, они будут там же будут. Ученики какой из школ лучше всего знают историю своего города? В столице республики состоялся финал второй интеллектуальной игры «Знатоки Якутска». Соревнования проходят уже второй год подряд. В этот раз учебные заведения в своих стенах сами провели полуфинал и отобрали по 5 лучших знатоков, которые вошли в сборные. Всего 12 команд школ Якутска. Игра прошла в форме блиц-опроса, где школьники показали свои знания. По итогам встречи будут награждены 3 лучших школ. Кураторы же сборных получат результаты труда участников первой игры, а именно пособие «Здравствуй, Якутск». 3 победителей удостоится юбилейной книги и сертификатами на приобретение техники. Вы знаете, как называлась улица Ленина раньше? Вот это, да? Да. А какой самый похищаемый памятник в городе Якутске? Есть и вопросы с подковыркой, есть такие немножко шуточные, есть на логику, есть вот, действительно на знание истории. В этом году мы также огласим, что 3-я интеллектуальная игра, это уже мы предложим на инициативу, как бы можно сказать, на аутсорс для школы. Кто поддержит эту инициативу, проведет вот этот масштабный проект, мы поможем и как материально, так и организационно. А на этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном портале yak24.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь на Якутия 24.